Значит, у нас впереди очень два больших серьезных мероприятия. Во-первых, фестиваль «Зима» начинается в Якутии. Значит, о нем сейчас и Антонина Николаевна докладывала, и Светлана Николаевна этим занимается плотно. Во-вторых, это беспрецедентный по количеству участников форум «Умный город». Вы знаете, город Якутск является одним из пилотных городов Российской Федерации. И то, что в эти дни у нас будет здесь присутствовать 10 губернаторов всех регионов Дальнего Востока, плюс приглашенные мэры городов, то есть мы должны с вами обеспечить интересную программу, насыщенную программу, полезную, чтобы было для всех участников данного форума. Поскольку наработки за предыдущие годы в городе Якутске есть, значит, в этом смысле Якутск наиболее подготовленный участник этого проекта «Умный город». Нам есть что показать, но и тем не менее есть, конечно, к чему еще и стремиться. Далее, действительно, значит, все дни до 27-го, до сессии должны быть посвящены работе с нашим основным финансовым документом города Якутска, это бюджетом на 20-й и плановый 21-й, значит, и последующие годы. Действительно, есть там определенная проблема, и она связана с расходами, которых не было ранее в бюджете города Якутска. Во-первых, прошу обратить внимание всех присутствующих, что в следующем году мы должны с вами будем выплатить 719 миллионов рублей. Это, значит, субсидия по построенным объектам в рамках программы государственно-частного партнерства, плюс арендные платежи по построенным объектам. Вы знаете, мы будем за них платить аренду до тех пор, пока полностью не выкупим. 719 миллионов рублей. Беспрецедентная сумма расходов. Во-вторых, значит, вы знаете, что на плечи муниципалитетов легло обеспечение повышения заработной платы по майским указам главы государства. Это тоже должны сделать мы. Сумма у нас получается сколько примерно? Более 600 миллионов. 600 миллионов на всех. 600 миллионов мы с вами должны еще, значит, направить собственных средств города Якутска на повышение заработной платы, значит, отдельных категорий. Плюс к этому правильные такие вам указывают на то, что на наших с вами плечах городского бюджета лежит выплата заработной платы по прочим работникам дошкольных учреждений. По данному вопросу я обратилась, значит, в прокуратуру республики, чтобы дали разъяснение по правоприменению разных документов, которые между собой противоречат. Далее, вы знаете, и еще раз повторимся, относительно выпадающих доходов города Якутска в связи с тем, что применяется пониженная ставка по, значит, налогу УСН. Но здесь нужно сказать, что у нас есть, как и по предыдущему вопросу, по заработной плате прочих работников-дошкольников, так и по возврату УСН городу Якутску есть поддержка главы республики Арсения Сергеевича Николаева. Мы должны просто сейчас механизмы обсудить, и как только нам прокуратура даст разъяснение, мы с Арсением Сергеевичем будем работать над тем, чтобы вот эта зарплата, она все-таки шла из вышестоящего бюджета дошкольников, и также он принципиально поддерживает город Якутск в плане того, что УСН, выпадающие доходы городу Якутску, должны вернуться. Но механизм пока непонятен, как мы это будем делать. Поэтому просьба, значит, коллегам, вот с учетом тех больших мероприятий, которые будут проводиться в городе Якутске, и с учетом предстоящей сессии Якутской городской думы, принимать активное участие в работе всех постоянных комиссий. Ну и понятно, что мы с вами в отопительном сезоне, просьба, значит, все держать на контроле. Дорожники, подводите итоги все по работам этого года и, соответственно, рассказывайте всему населению о том, какие дороги будут ремонтироваться в 2020 году, какие объекты будут и какие завершающие работы вы будете проводить в 2020 году по объектам этого года, чтобы люди понимали, беспокоятся. Нет тротуаров, нет освещения, люди беспокоятся, надо успокоить. Спасибо большое, всем удачной недели.